К этому конкурсу они готовились в течение учебного года. Школьники вместе с учителями оформляли кабинеты, стенгазеты с правилами дорожного движения, проводили викторины. Лучшие и стали участниками конкурса, где проявляют свои знания по правилам поведения на дороге, как с точки зрения пешехода, так и водителя. Участники рассказывают о правилах ПДД через стихи и песни. Первыми на сцену выходит команда «Дорожный патруль». Это участники из 3-й школы Икажева. Наш отряд. Дорожный патруль. Наш девиз. Наш патруль поможет всем, кто на дороге не хочет проблем. Наша речевка. Раз, два, три, четыре, раз, два. Кто шагает дружно в ногу, кто приходит на подмогу. Изучай, выступай, ПДД не нарушай. Жюри оценивает все, начиная от артистичности участников, насыщенности номера и заканчивая костюмами. Сегодня за звание лучшей команды инспекторов борются 10 школ со всей Ингушетии: Троицкая, Южная, Малгобек, Икажево, Карабулак. Уверен, что у нас получится выступить, станцевать, спеть, и у нас получится. Может быть, мы выиграем, но если мы проиграем, я не буду унывать. Это все равно участие. Я уверен, что все тут юидовцы знают все правила дорожного движения, мы очень долго их изучали. В основном больше всего я запомнил значение разных знаков, как переходить дорогу, потому что это очень важно. На дорогах многие случаются всякие плохие случаи, и нужно знать, как переходить правильно. Проходит региональный конкурс среди юных инспекторов на базе Центра образования. Организатор Министерства образования Ингушетии и ГИБДД региона. Как складывается ситуация, мы замечаем, что взрослые, даже то есть поколение, которое в свое время, наверное, не воспиталось как правильных участников дорожного движения, к сожалению, систематически нарушает правила. А если наблюдать за детьми, то сегодня та работа, которая проводится в школах, в садиках, видно, что дети грамоте о правилах дорожного движения обучаются, они ее знают и стараются соблюдать. Просто взрослые не всегда подают правильный пример, и ребенку немножко бывает трудно. Поэтому мы большой акцент уделяем именно на будущее, именно на этих деток, чтобы они в дальнейшем были очень грамотными и чувствовали себя в безопасности. Работа по безопасности дорожного движения поставлена таким образом, что наши дети посещают лабораторию безопасности. Это Республиканский центр по безопасности дорожного движения. Составлен график посещения этой лаборатории. Помимо наших детей, наша лаборатория безопасности выезжает и в школы нашей республики. То есть это совместная работа лаборатории безопасности и школ нашей республики. Этот конкурс, отмечает жюри, показывает, что в регионе дети и молодежь с интересом изучают основы дорожной безопасности и их пропагандируют. А это значит, что в борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом у взрослых есть надежный союзник. Мероприятие подходит к концу, жюри подсчитывает баллы и объявляет победителей. Первое место жюри предпочло отдать СОЖ номер 2, город Малгобек. Мы первое место разделили. И первое же место получает Центр образования город Магаз. Хочу сказать про Центр образования город Магаз, которые вышли в стиле кавказской пленницы. Честно сказать, столько харизмы было в этом выступлении. Поэтому, ребята, вам огромное спасибо. Все призеры, юные инспекторы, получат грамоты и медали. К слову, движение ЮИД в России запустили в 2019-м в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Цель – обучить детей правилам ПДД, познакомить с принципами волонтерства и научить проявлять свою гражданскую позицию. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.